Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какого мужчину ведут к вам ангелы? Ангелы-хранители, защитники, заступники, покровители. Давайте посмотрим, с кем ангелы вас сведут, с кем вам суждено познакомиться. И заодно посмотрим, для чего. Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте на ближайшее будущее. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, прям ангел вышел. Тут-тут-фу, дай Боже. Знаете, мои хорошие, вы, конечно, все у меня разные. Но здесь действительно ангелы и действительно ведут. Вот смотрите, вот он образ вашего ангела. Очень, кстати, белый, светлый ангел. А вот он мужчина. Смотрите, какой сильный, статный, умный, голова какая большая. А вот еще один ангел. Это его ангел. У него тоже очень сильный ангел-хранитель, очень большой ангел-хранитель. Это прям важный момент. Мои хорошие, я хочу начать не с мужчины, а именно с вас. Я вижу вас в достаточно непростой ситуации. У вас явно что-то случилось, либо вы как будто бы боретесь за свою жизнь, за свое будущее, боретесь с какими-то людьми, либо с какими-то очень серьезными проблемами. У вас, вот как руки опускаются, вам очень тяжело сейчас, тяжело с чем-то справиться, либо что-то принять, предпринять, смириться с чем-то, либо чего-то добиться. То есть, если у вас в жизни все хорошо, идеально, у вас такая счастливая, беззаботная жизнь, эта отсыпка не про вас. Здесь вот четко указание идет на то, что вы в тяжелом таком состоянии, в тяжелом положении дел. У кого-то депрессия, у кого-то паника, у кого-то истерика, у кого-то просто силы закончились, выгорание, и вы опускаете руки. То есть, вот вы в крайней нужде, мне идет, да, крайняя нужда. Это не обязательно про деньги, хотя у кого-то и про деньги отыграется. Вот предоставленные сами себе и не справляетесь с тем всем, что на вас навалилось. Опять же, разные жизни, разные судьбы, но вам тяжело, очень тяжело. И ангелы, понимая, что с вами происходит, ведут к вам помощь в лице этого мужчины. Да? Это ваш помощник, это ваш защитник, это ваш земной ангел-хранитель, ваш покровитель. Мужчина, который может и захочет, и будет вам помогать справиться с тем, что с вами случилось, либо избавиться от тех бед, которые на вас навалились. Его первоочередная задача, вот почему именно его приведут, потому что он в ресурсе, потому что он знает, потому что он умеет, и потому что он захочет и будет вам помогать. Вот именно с тем, что у вас случилось. Допустим, у вас здоровье пошатнулось, и вы прям в шоке от того, что происходит. Вы понимаете, что вы не можете получить адекватное обследование, исследование, назначение. Вы ходите по этим врачам, как по музеям. Вот, все так руками разводят и говорят, а мы не знаем, а все хорошо, а пройдет само, да, либо какие-то назначения дают, что прям голова начинает кружиться. Значит, этот мужчина будет доктором, светила и науки. У кого-то доктор, у кого-то знахарь, у кого-то вообще экстрасенс может отыграться, кто действительно разберется, что с вами не так, кто поставит диагноз, кто вас вылечит, кто на ноги вас поставит и избавит вас от вашей болезни. То же самое, у вас какие-то проблемы с законом, да, либо беззаконие какое-то происходит, а вы, например, не знаете, к кому обратиться, либо такие ценники вам юристы выставляют, что просто плохо становится, хоть в петлю лезь.
Вот. А этот мужчина, он, например, самый лучший юрист. Причем юрист, который, видя вас, увидя вашу ситуацию, да, вот не ради денег, а ради вот закона, ради чести, справедливости, достоинства, будет вам помогать, войдет в ваше положение и сможет выбить, ну, либо решить ваш вопрос самым лучшим и честным способом. Да. У кого-то отыграется, что вы, ну, допустим, остались вот сама по себе, да, с кучей проблем, и не к кому податься, не к кому обратиться. Этот мужчина, он либо бизнесмен, филантроп, либо он какой-то чиновник, да, который может решать сложные вопросы. Вот, вы к нему обратитесь, либо, ну, вот как-то так сведут вас, да, что вы сможете к нему обратиться. И он прям проникнется к вам и будет решать ваши вопросы, будет помогать вам достигать того, что вам необходимо, нужно в сегодняшнем дне. Мне вот идет, что, да, первоочередное — это вам помочь. Это вас защитить, решить вашу проблему, избавить вас от проблем, вылечить, исцелить. Вот для этого он идет. У него есть потребность творить добро, потребность совершать хорошие поступки, ну и потребность, и желание. И сам по себе он человек очень честный и чистый, да, вот прям светится, как хрусталь прозрачный. Вот для этого он идет, вернее, его ведут ангелы. Скорее всего, вы молитесь, скорее всего, вы об этом думаете, вы на это загадываете, да, чтобы проблема моя решилась, чтобы я выздоровела, чтобы у меня жизнь изменилась, чтобы мне легче было, проще было. Да? Вот вы на это загадываете, вы это просите, вы за это молитесь. И ангелы такие: угу. Угу. Мы все слышим, мы все понимаем. Мы тебя приведем, либо к тебе приведем того, кто сможет тебе помочь. Это мужчина. Да? Может, там и женщины будут участвовать, помогать, но ключевую роль, да, либо основную лепту внесет именно мужчина. Вот, так что вам недолго осталось мучиться и маяться. В вашу жизнь идет тот, кто станет вашим земным ангелом-хранителем. Тот, кто решит ваши проблемы. Тот, кто защитит, заступится. Тот, кто может изменить вашу жизнь. Скорее всего, изменит, ну просто вот на 180 развернет, да, такой мужчина. Так, теперь про мужчину поговорим. Ну, во-первых, вы сами видите, да, смотрите, какой крупный образ. Да? Мужчина очень высокий, мужчина прям хорошо сложен, мужчина уверенный в себе, твердо стоит на ногах. За мужчиной прям такое обширное прошлое, у него за спиной как будто бы и солнце, и луна. То есть человек знал и взлеты, и падения. Человек, который такое пережил, что вот, многим и не снилось. Но при этом он стал только лучше, да, он смог изменить свою жизнь, и теперь он меняет жизнь и судьбы других людей. У кого-то еще отыграется, что у мужчины есть экстраординарные способности, то есть у кого-то прям на уровне экстрасенса, у кого-то просто вот чутье, да, природное чутье. Ну, есть. Вот что-то у него есть, и он этим активно пользуется. Пользуется для себя, пользуется для других. Вот как бы он себе верит в этом плане, он уверенный в себе человек. Еще по поводу этого мужчины могу сказать так. На момент, когда вы с ним встретитесь, он заботливый семьянин, но семьи у него своей как таковой нет. То есть, возможно, он хороший сын, заботится о своих родителях, о там, сестрах, братьях, не знаю, там, о младших. Возможно, он был женат, и у него остались очень хорошие отношения со своей бывшей женой, и, например, там, он участвует в жизни своих детей. То есть, ну, нет на нем ярма, да, нет на нем обязательства, и нет на нем каких-то вот прям запретов, да, что он чужой муж, не подходи, такого нет. Возможно, что у него есть какая-то, ну, девушка, женщина, которая там пытается всячески войти в его жизнь. А он, как человек воспитанный, приятный, он не хочет ее обижать, и он ее как бы, ну, держит на расстоянии вытянутой руки. То есть он ее и не прогоняет, не обижает, ну и близко к себе не подпускает. А у нее, скорее всего, какие-то виды на него. Причем виды достаточно, я так понимаю, амбициозные. Вот. Но она не будет вам помехой, тем более, знаете, этот мужчина, он настолько грамотный, он настолько аккуратный в этом плане, он настолько вот дипломатичный, что он очень быстро решит этот
тут вопрос. Очень быстро. Вот. Еще про этого мужчину могу сказать, что у него достаточно требовательный характер. Требовательный не только к другим людям, но и к себе в первую очередь. У него есть какой-то собственный кодекс чести, да, у него есть какие-то собственные правила. Хорошие правила, сразу скажу, хорошие. Вот мне он идет, как, знаете, такой вот прям посланника небес, небеса его любят, небеса уважают его, небеса им гордятся. Да? Вот он как рука судьбы, можно так сказать, рука небес, руки небес. Вот он всегда там, где нужна помощь. Там, где несчастные страдают, там, где добрые люди попраны в своих правах, он всегда там, да, на защите слабых и обездоленных. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина очень сильно любит животных, и, возможно, под его началом существует даже какой-то благотворительный фонд, а может быть какой-то питомник, либо как не питомник, а приют, да, приют для животных. Возможно, у него у самого есть животные, прям любит, да. Ухаживает, заботится. Много заботы в нем. Вот кому-то он там чрезмерную заботу проявляет. Если он какой-то предприниматель, то у него там все сотрудники просто вот ходят холеные. Если он чиновник, то его очень уважают, им гордятся, да, вот под его началом хотят работать. Если он доктор, он светило науки, и он, возможно, и обучает, и как семинары, вебинары дает. Возможно, у него очень много там поклонников его таланта, очень много там студентов хотят у него учиться, проходить практику. То есть такой, знаете, прям серьезный мужчина. У него знания очень обширные, академические знания, знания, которые он буквально как губка впитывает. Он очень начитанный, грамотный мужчина. Он постоянно развивается. Вот нет такого, что он достиг какого-то предела, он такой, все, типа, с меня хватит. Нет, он постоянно, вот как в науке, в какой-то, чем-то он увлечен, может, даже какие-то языки изучает, я не знаю, там какие-то сложные технологии, да, вот он постоянно в учебе. Он таким образом стимулирует свою мозговую активность, деятельность, да, постоянно развивается, да, так мне идет. И еще я вижу, что этот мужчина, он заслужил какой-то очень серьезный авторитет, репутацию. То есть, возможно, вы не сразу об этом узнаете. Но вот мне идет, что этот мужчина, он с очень высоко поставленными лицами на короткой ноге. То есть какие-то, прям там министры, премьер-министры, президенты, не знаю, высший эшелон власти, да, вот так это называется. Вот там у него явно есть приятели, друзья, которые его ценят и уважают, и такие, знаете, безотказные. В плане него они вообще безотказные. То есть у него прям очень крутые связи. Мужчина часто путешествует, выезжает куда-то, у кого-то отыграется, что он любит местный туризм, да, там, что горы, леса, новые какие-то поселения, да, вот где он раньше не был, вот туда съездить, культура, да, вот это он любит. А у кого-то отыграется, что он прям любит по миру ездить, путешествовать. Прям нравится ему это, нравится, он удовольствие получает в путешествиях. Кстати, он активный путешественник, это не так, что там поехал и на пляже валяется. Нет, он такой музеи, всякие там исторические места, вот он очень многое знает. С ним, кстати, будет очень интересно путешествовать, потому что он как ходячая энциклопедия, он все вам будет рассказывать, будет вашим гидом. Хороший человек. По поводу вредных привычек. Скажу как есть. Мужчина, он не святой, да. У кого-то отыграется, что он курит, у кого-то отыграется, что он и выпить может, да. Есть у него вредные привычки, но это не портит его, не портит картинку о нем. То есть, девочки, давайте честно скажем, да, есть люди, которые там не пьют и не курят, но они там, не знаю, маньяки какие-нибудь, либо, еще плохое слово не буду говорить, вот. А есть люди, которые, умеренно употребляют, например, да, но что тут плохого, если мужчина там привык за ужином бокальчик хорошего вина выпить, да, либо что тут такого, если мужчина, например,
будет. Да, это вредная привычка. Но с другой стороны, ну он же там не ходит, никого там не щимит, да, не убивает, каких-то негативных действий не делает, там, не издевается над слабыми, над женщинами, над животными, не позволяет себе там самоутверждаться за счет других. Ну вот есть такое. И я так понимаю, что у него это как бы вам сказать, средство борьбы со стрессом, да? Ну, потому что стресс, он повсеместно находится. Ну, что есть, то есть. У кого-то одно, у кого-то два. Но, опять же, это без фанатизма, это без каких-то вот последствий, да? Ну, как-то так вышло. По поводу характера. Молчун. Вот по большей части молчун. Если он чем-то недоволен, ему что-то не нравится, он умеет взять себя в руки, он умеет абстрагироваться. Вот. Если ему что-то не нравится, чем-то недоволен, он будет молчать. Причем молчать достаточно демонстративно. Да? Потом, когда он немножко придет в себя, он может достаточно лаконично объяснить, что ему не понравилось, что было не так, там, попросить, да, давай, чтобы там, в будущем такого не было. Да? Мне это не нравится, мне это неприятно. Он за диалог, он за проговорить, да, проблему, а не умолчать, либо скрыть, либо там накинуться. Да? Он не за это. Он именно за диалог, он вполне себе адекватный в этом плане. Ну вот демонстративным молчанием он показывает, если ему что-то не нравится. Он не будет кричать, не будет распускать руки, там, не будет там, пятнами красными, бордовыми идти от перенапряжения. Нет, такого не будет. Он либо замолчит, либо встанет и уйдет, да, вот, там, прогуляться, прийти в себя, потом уже объяснит, что случилось. Такой вот у него характер. Вообще он достаточно дипломатичный человек, и он до последнего будет пытаться решить все мирным путем. Но вот если его, конечно, там прям довести, либо он видит, что там прям совсем что-то ужасное происходит, он достаточно сильный человек, он имеет рычаги, он имеет силу в руках, он... Как враг он страшный человек, давайте скажем так, да. Но врагов у него особо и нет, да, потому что все уже закончились его враги. Ну, а другие нормальные, адекватные, либо вполне себе разумные люди, чтобы становиться его врагами. Вот. Его по большей части любят и уважают. Да? Врагов я у него не вижу. Итак, как же ангелы его приведут в вашу жизнь? Это самое интересное. Во-первых, здесь показан мост, но этот мост, он как будто бы какой-то, как сказать, подвесной, что ли, перекрестки, дороги. Также, возможно, вот через кого-то. Кто-то может посоветовать вам к нему обратиться, к нему подойти, с ним связаться. Также таким мостом могут показать интернет, да, интернет, телефон, телефонную связь. И вообще мне идет, что здесь вот как именно сами ангелы подстроят, чтобы вы обязательно встретились. Вам нужна помощь, а он может все решить. Вот поэтому вы и встретитесь. Вот. Сразу хочу сказать, что мужчина буквально обомлеет, когда вас увидит. Вы так прекрасны в своих проблемах, прям такая трогательная красота. И у него прям аж сердце, знаете, закипит, когда он вас увидит. Но он скажет: боже, такая женщина прекрасная, такая красавица, да, и такая грустная. И ему захочется сделать все для того, чтобы вы улыбались, смеялись, чтобы вы, захочется увидеть вашу улыбку, чтобы глаза у вас улыбались. Вот этого захочется, чтобы искры из глаз шли. Вот. Прям очень сильно вы ему в сердце западете, я скажу так. Это будет односторонне. Потому что вы из-за своих проблем, вы не настроены там на личное счастье, на любовь не настроены. Вам бы проблемы решить, да, либо от проблем избавиться. Вот. А потом уже как карта ляжет. Вот. Вы отметите, что он достаточно такой суровый человек, внешне, да, суровый. У него такие грубые черты лица, прям такие мускулинные, да, мужицкие, можно так назвать. Но вот что-то вам особо в нем понравится. Допустим, глаза, да, либо улыбка, либо, не знаю, там, цвет лица, скулы. Что-то вот одно вам понравится. В принципе, вы не сильно там его рассматриваете. Вам бы, как я уже сказала, лишь бы проблемы решить. Вот. Вы начнете взаимодействовать. Вам понравится, как он к вам будет относиться. Вам понравится, как он будет решать ваши проблемы. Что он там с вами делать будет. Вам это все понравится.
будете ему благодарны. Я вижу с его стороны влюбленность, а с вашей стороны я вижу благодарность. Ну, благодарность — это не самое худшее чувство, да. И в принципе, смотрите, он не навязывается, сразу говорю, да, в плане личного он не будет навязываться, он будет уважать вас, он будет держать дистанцию. И, ну, конечно, будут какие-то моменты вот косвенно, да, сближаться с вами. Допустим, вы там встретились, деловой вопрос обсудили, он говорит: а давайте пойдем выпьем кофе. И вы такая: пойдем, да, то есть вы уже ответили. А если вы такая: нет, у меня там дети, мне спешить туда-сюда, он не будет настаивать. Не будет, но он будет очень активно интересоваться вами, продвижением ваших дел, решением ваших дел, опять же, участвовать в этом будет. И, в принципе, да, молча будет надеяться на то, что, возможно, он вам тоже понравится, либо со временем понравится. Как-то так мне идет. То есть при вашем желании, либо если вы захотите, либо дадите ему шанс, да, он будет за вами очень красиво и ярко ухаживать. Если вы прямо ему показываете, что мне не до этого, я на это не настроена, у меня вот проблемы, дела, мне нужно их решить, мужчина не будет домогаться, мужчина не будет там навязываться вам. То есть он деликатный человек, да, и это как бы и плюс, и минус, и плюс, и минус на самом деле. Я вижу, что ваше взаимодействие, оно такое прям, знаете, по времени немножко растянется. Либо у вас такие проблемы сложные, да, либо не все сразу получится. Но, тем не менее, взаимодействие у вас идет достаточно плотное. Вот. А там уже, девочки, вы сами решаете, нужен он вам или нет, нравится либо не нравится. Потому что все в ваших руках. Его главная цель, первоочередная цель, почему его введут в вашу жизнь, это для того, чтобы он решил ваши проблемы, либо помог вам в той сложной ситуации, в которой вы оказались. Ну, а дальше уже как карта ляжет, да, либо как вы захотите. То есть, если вы посчитаете, что да, мужчина интересный, и я не против, да, узнать его больше и лучше, мужчина только лишь обрадуется. Если вы говорите: ну нет, там не мой типаж, не тянет, да, я ничего не чувствую, ну кроме благодарности, да, благодарность вы точно будете чувствовать, но никто настаивать не будет, да, никто за уши, за руки тащить не будет. Если не ваше, то и не ваше. Я вижу, что вы сможете сохранить очень хорошие дружеские, теплые отношения, причем на года. Да? А если прямо скажете: да, вот такого мужчину я всегда хотела, мужчина будет только лишь рад, да, и очень красиво будет за вами ухаживать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.